Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 7 сентября 2020 года, понедельник. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта Дурак, Шут. Опять старший аркан помогает и мешает нам девятка мечей. Отношения Иерофант. Работа пятерка мечей. Так, это у нас деньги, здоровье и итог дня. Итак, у нас карта Шут выпадает. Это карта непредсказуемых ситуаций совершенно. Так как это у нас карта старшего аркана, то они обязательно произойдут. Они могут быть связаны с детьми, они могут быть связаны с какими-то поездками, путешествиями. Что-то для нас открывается новое или наоборот неожиданно закрывается то, на что мы рассчитывали. Да? Это карта, знаете, освобождения через отказ от чего-то. В любом случае нам станет легче жить в будущем, да, это карта будущего, то есть что-то открывается для нашего будущего. Но когда происходят какие-то вот такие непредсказуемые, резкие, шоковые перемены, нам всегда тяжело, нас всегда это пугает. Поэтому вот, конечно, день сегодня такой довольно-таки сложный вот в этом плане, да, это может быть, простите, на фоне эмоций, это может быть на фоне событий каких-то. Давайте мы посмотрим, что карты нам говорят. Это касается, скорее всего, взаимоотношений с близкими, с семьей, с родителями. Это может касаться семейного бизнеса, семейных денег. Да, ну еще одно подтверждение того, что действительно какие-то непредсказуемые события могут проявляться. Также и люди могут в жизнь приходить какие-то совершенно непредсказуемые, непривычные для нашего круга. Они себя ведут как-то по-особому, они выглядят как-то по-особому. Может быть, кстати, вот эта карта очень часто шока от того, что сбывается какое-то предсказание. Вот, может быть, даже вы на это не рассчитывали, не верили, да, и вдруг вот такое может получиться. А также эта карта, когда неожиданно приходят большие деньги, вот рядом у нас Солнце, да, неожиданно какой-то человек новый в нашу жизнь входит, допустим, это встреча с партнером, с будущим, да, с мужем, с женой. Это карта, когда мы начинаем, может быть, дело свое, и неизвестно вообще, чем это закончится. У нас вот такое состояние, с одной стороны, радости, что мы начали, с другой стороны, страха за будущее. Да? В общем, карта такая довольно-таки нелегкая. Вот и все как раз потому, что мы не знаем, чего ждать, или мы не ждали того, что происходит сейчас. И по карте Солнца, нам желательно принимать все вот эти события, которые в нашу жизнь приходят, как то, что для нас в благо будет не сейчас, так в будущем. А также карта говорит о том, что хорошо бы сегодня купить лотерею. Вот очень часто такое сочетание показывает выигрыш. Выигрыш лотерею, вложение каких-то средств, которые потом могут отыграться. А также карта может говорить о рождении ребенка, о зачатии ребенка, да, вот, может быть, как раз вы не ожидали такого события и не ожидали, что так получится, и вот теперь этот вопрос как бы перед вами стоит. Что будет мешать? А карта мечей, девятка мечей, говорит о том, что обязательно нужно действовать в этот день. Если много думать над тем, что происходит, никак не реагировать на ситуацию, то вот можно много вреда себе нанести, большое количество энергии потерять, ничего не решить. Да? А вот если мы используем себе на благо шанс, какой к нам приходит, не отворачиваемся от него, да, а с радостью начинаем вот это новое, что в нашу жизнь приходит, тогда у нас все замечательно. Для отношений выпадает карта Иерофант. А здесь, скорее всего, будут какие-то важные темы в отношениях, да, это может быть переход
допустим, ваших отношений на новый уровень. Это может быть, допустим, для кого-то это встреча вообще с партнером, который станет вашей семьей. А для кого-то это брак, для кого-то это рождение ребенка. Может быть, крещение, может быть, еще что-то такое очень важное для вашей семьи, да. И карта говорит о том, что статус ваш меняется. Вы становитесь совершенно другим человеком благодаря тому, что сегодня происходит. Что-то новое входит в вашу жизнь. А давайте посмотрим подробнее. Для тех, кто в поиске партнера. Девятка червовая. Да, это действительно новое знакомство, это новый человек, новое событие, которое вот дает вам перемены в вашем, как сказать, в вашем привычном состоянии. Да? То есть теперь вы уже не одиноки, уже есть рядом с вами человек. Причем это у нас карта старшего аркана, то есть событие такое, сложно его поменять даже. То есть это человек по судьбе. И, скорее всего, у вас здесь действительно будет брак, потому что иерофант, он у нас как бы против отношений свободных, да, что брак здесь, скорее всего, будет зарегистрирован. Для тех, кто уже в паре, дама пиковая выпадает. Карта говорит о том, что у вас, может быть, сложный период заканчивается. Может быть, у вас отношения были сложные, была ссора, или, может быть, какой-то финансово тяжелый был период, или не было работы. И вот у вас все равно тут все меняется, да, и на всех планах меняется, и на ваши отношения тоже переходит. Вообще у вас в отношениях может начаться такая светлая полоса. Может быть, чье-то желание вот одного из партнеров будет исполнено в этот день. Для тех, кто в ссоре, семерка пиковая. Карта говорит о том, что нужно общаться, нужно разговаривать, нужно писать, объяснять, что вы хотите, объяснять свое поведение, и есть возможность помириться. А для работы выпадает пятерка мечей. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, сложная ситуация, критическая ситуация. Скорее всего, будет очень много зависеть от вас лично, как вы будете реагировать на других людей, даже на тех, кто хочет вас задеть. Да, вот очень сложно удержать будет равновесие, очень сложно будет не сказать каких-то резких, грубых слов, не накричать. И вот если вы удержитесь все-таки, для вас это, конечно, хорошо было бы. Но, может быть, кому-то и надо сдачи дать. Вот, ну, вы смотрите сами по ситуации, да, потому что бывает так, что нужно сказать что-то такое крепкое, да, для того, чтобы поставить ситуацию как бы на место, да, на ноль. А для тех, кто в поиске работы, карта говорит о том, что будет как раз у вас успех. И, может быть, даже и нужно будет вам что-то за себя сказать, для того, чтобы вас оценили по достоинству. А для тех, кто уже имеет работу, десятка червовая, карта говорит о том, что, может быть, какая-то поддержка вам потребуется от близких людей, от друзей, потому что на работе будет какая-то сложная ситуация, да, то есть вот вы будете компенсировать свое состояние тем, что у вас есть поддержка, либо, может быть, в коллективе у вас есть поддержка, да, вот, то есть нужно обращаться за помощью, если вы чувствуете, что не можете справиться сам, да, или вот поддерживать такое равновесие, не превращать людей во врагов, не превращать тех, с кем мы работаем, не превращать клиентов наших врагов и так далее, потому что ситуация такая будет возникать. Для тех, кто своим делом занимается, валет пиковый. Карта говорит о том, что вы окажетесь в ситуации, в какой, возможно, раньше не были, и придется как-то действовать по-новому. И вот здесь тоже велика опасность ошибки, велика опасность неправильной коммуникации. Может быть, резко что-то произойдет, и вы не успеете взять себя в руки, да, и как-то можете остро отреагировать, конфликт какой-то создать. Кстати, вот здесь вот очень осторожными нужно быть, может быть, даже до судебного разбирательства дойти. То есть вообще нужно держать себя в руках. Так.
Может быть, кстати, кто-то будет открывать новое направление, новую тему в своем бизнесе, да, или кто-то вообще первый раз начнет с этим сталкиваться, да, и вот будет множество ситуаций новых, из которых трудно будет выходить. Но в любом случае помните, чтобы врагов не создавать, нужно держать равновесие. А теперь финансы. В финансах выпадает карта старшего аркана «Сила». Все, что сегодня происходит, все на благо нашим финансам. А для тех, кто на зарплате, восьмерка бубновая, открывается какой-то либо финансовый источник новый. Если даже что-то у вас, закрывается, обязательно откроется новое, не переживайте. Вы только сильнее станете вот в этой ситуации. Скорее всего, будет много сложных моментов, связанных с деньгами, с работой и с отношениями, да, и все будет как-то напрягать. Так вот, знаете, что для вас это по-любому к лучшему. А для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь вот как раз открываются у вас новые источники дохода, либо вам приходится сразу с несколькими клиентами работать, сразу в нескольких направлениях, либо вас посредником сделали в какой-то сделке, да, и может все пойти не так, как вы хотели бы, да. Но вот карта говорит о том, что все равно все к лучшему. Тут самое главное чувствовать опору внутри себя, чувствовать силу. И опять же ситуация, когда нужно держать равновесие, дипломатию такую вот включать. А для здоровья выпадает карта Луна. Если отдыхать в этот день, да, то хорошо. Но если, допустим, мы здесь напряженно работаем, то, конечно, у нас эмоции могут не управляться, да, сегодня трудно ими управлять, потому что много таких ситуаций, которых мы не ожидали, не предвидели, и вот это состояние, оно может быть таким скачкообразным, да, то так, то приятно, то грустно, то легко, то тяжело, и вот у нас как бы от эмоций больше зависит наше здоровье. Особенно это связано с руководством, особенно это связано с семьей и с близкими людьми. И если, допустим, вы решаете какие-то вопросы денег, решаете вопросы с какими-то, может быть, чиновниками, да, государственными какими-то делами, вы разбираетесь, да, то вот из-за этого может на здоровье быть такое вот давление, да, вы давите на свое здоровье тут. В конце дня у нас король жезлов выпадает. Карта говорит о том, что вы будете чувствовать, что ситуацию вы все-таки взяли под контроль. И вы даже рады, что вас жизнь вывела на какие-то новые рубежи, да, что у вас вы за рамки вышли привычного. И вы уже чувствуете, что вы даже хотите дальше развиваться. Вы чувствуете, что вы можете контролировать ситуацию. И у вас много энергии, желания двигаться дальше. То есть замечательный день, несмотря на то, что он такой очень неожиданный, да, полон неожиданностей. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.